100 баллов по ЕГЭ получили 10 выпускников из Якутии. С выпускниками, получившими наивысший балл, встретился Андрей Мухоплев. Трио одноклассников из физико-технического лицея сдали профильный ЕГЭ по математике на 100 баллов. У каждого из ребят свой секрет математического успеха. Мои родители тоже любили математику, поэтому эта любовь передалась и мне. И с самого детства я любила математику, и уже где-то с 5 класса я участвовала во многих олимпиадах, ну и как бы привилась с самого детства в течение всей жизни. Лучше всего начинать готовиться с 10 класса, а может и раньше. Постоянность, она сделает все за вас. На экзамене по математике мне было не волнительно, потому что я ожидал, что я хорошо напишу. Я обычно перед экзаменом или перед какими-то олимпиадами съедаю весь шоколад, который я взял. Меня как-то успокаивает. Еще 3 их одноклассника были также близки к заветным 100 баллам. Любовь Ефремова, наставник великолепной троицы, рекомендует посещать как можно больше олимпиад. Впрочем, у классного руководителя и учителя математики, у которого из 29 человек средний балл в классе 85, есть и другие секреты, как воспитать юных пифагоров. Дисциплина. Второе – сознательная дисциплина у детей. И третье – привить интерес к ним. В классе у меня есть ученики, которые от 92 баллов плакали, потому что они просто не успели переписать. Самое главное – моя цель – научить их думать. Вот эту цель я всегда преследую. Тогда будут результаты. Совсем недавно среди родителей и выпускников прошел слух о том, что ученики школ, которые написали ЕГЭ на 100 баллов, проходят дополнительную проверку. Миф о том, что проверяет 100-бальников дополнительными испытаниями, это неправда, потому что единый госэкзамен на то и единый, что единым требованиям, ко всем высшим учебным заведениям требования. И это исключение бывает в некоторых вузах, имеются вступительные испытания, где могут проверить по другим предметным областям. Напомним, что в этом году впервые прошел единый экзамен по китайскому языку. С 2020 года появится возможность сдачи ЕГЭ по информатике на компьютере, а через 3 года планируется ввести иностранный язык в число обязательных предметов. Андрей Мухоплев, Григорий Николаев, Якутск.